В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшипшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске был поднят абхазский флаг. 8 лет назад в Кадурском ущелье была проведена военная операция. Поздравил с началом службы в Абхазии. Премьер-министр Беслан Барцец встретился с российскими пограничниками. В начале выпуска о кадровых назначениях. Дмитрий Сериков и Беслан Эшба указом президента Рауля Хаджимба назначены вице-премьерами в новом составе правительства. Сериков одновременно будет исполнять обязанности министра финансов. Об этом сообщает пресс-служба президента Республики Абхазия. Дмитрий Сериков родился в 1976 году в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт и Государственную финансовую академию при правительстве Российской Федерации. В 2000-2002 годах работал во Всероссийском научно-исследовательском институте автоматики. В 2002-2004 годах бухгалтер-экономист в ЗАО «Соник Дуо», оператор сотовой связи «Мегафон Москва». В 2004-2011 годах финансовый директор в ЗАО «Аквафон GSM». В 2011-2015 годах заместитель генерального директора в «Аквафон GSM». С апреля 2015 года назначен вице-премьером Республики Абхазия. 12 августа 2016 года назначен вице-премьером, министром финансов Республики Абхазия. Женат. Беслан Эшба родился в 1967 году. Окончил Государственный институт сельского хозяйства в Сухуме по специальности инженер-технолог. С 1986 по 1988 годы служил в вооруженных силах СССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии был в составе службы охраны высших органов государственной власти Абхазии и должностных лиц. В Кадурской операции 2008 года был в должности заместителя командира 4-й Сухумской бригады. С 1994 по 1995 годы по поручению президента Абхазии Владислава Ардзенба возглавлял фонд возрождения Абхазии в Москве. Занимался гуманитарными поставками в республику. Затем был советником президента Абхазии по экономическим вопросам. С 1999 по 2005 годы возглавлял госкомпанию «Абхазтоп». С 2007 по 2010 годы председатель Совета банка «Универсалбанк». С августа 2010 по сентябрь 2011 помощник главы правительства Республики Абхазия. С мая 2012 по апрель 2013 депутат Народного собрания. 30 апреля 2013 года указом президента назначен вице-премьером. В июне 2014 года Эшба подал заявление об освобождении от обязанностей вице-премьера. С августа 2015 года по настоящее время руководитель Республиканской общественной организации «Абсадгил». 12 августа 2016 года назначен вице-премьером Республики Абхазия. Кандидат экономических наук. Беслан Эшба женат, отец 2 детей, сына и дочери. 8 лет назад вооруженные силы Абхазии начали операцию по вытеснению грузинских войск из Кадурского ущелья. В течение нескольких дней был установлен контроль над восточной частью ущелья. В Кадурском ущелье был поднят абхазский флаг. Репортаж Ренаты Шакая. Операция по освобождению Кадурского ущелья была одним из эпизодов пятидневной августовской войны 2008 года. Она была разработана и осуществлена абхазскими военными. Специалисты военного дела в один голос утверждают, что успех Кадурской операции был в ее тщательной подготовке. Главная задача операции – избежать людских потерь, и этого удалось достичь. 12 августа 2008 года Абхазия начала операцию по вытеснению грузинских войск из Кадурского ущелья. В 6 часов утра подразделения вооруженных сил Абхазии перешли в наступление. До этого в течение 2 дней абхазские военно-воздушные силы и артиллерия наносили ракетно-бомбовые удары по военным объектам в верхней части Кадурского ущелья. Тем временем в приграничных с Грузией районах Абхазии было введено военное положение на 10 дней. В наступлении участвовали подразделения регулярных войск и резервисты вооруженных сил страны. В 9 часов утра штурмовая авиация Абхазии нанесла удар по укрепленному пункту в районе Ажара, в верхней части Кадурского ущелья. И уже буквально через несколько часов абхазские вооруженные силы разбили группировку сил Грузии в опорном пункте Ажара и взяли грузинские подразделения в кольцо. План по освобождению верхней части Кадурского ущелья был еще спланирован в 2000-е годы. И при первой же возможности, реальной возможности в 2008 году, в августе 2008 года, когда грузинские войска напали на Осетию, у нас появилась такая возможность. И мы в полном объеме использовали все те возможности, которые были. Хотелось бы отметить, что
благодаря правильной, умелой, спланированной операции под руководством министра обороны генерала Кишмария, эта операция была проведена успешно. Пятидневная война в Южной Осетии имела значительные геополитические, экономические и иные последствия. И как следствие, 26 августа Россия официально признала Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Премьер-министр Абхазии Беслан Барцец встретился с выпускниками пограничных институтов ФСБ России, которые приступили к службе в рядах пограничного управления Федеральной службы безопасности России в Абхазии. Перед началом встречи ее участники возложили цветы к мемориалу погибшим защитникам Родины во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Затем в Музее боевой славы имени Владислава Ардзунба прошла традиционная встреча офицеров-выпускников пограничных институтов ФСБ России с руководством Абхазии. 8 офицеров стали новыми сотрудниками пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Начальник погрануправления Дмитрий Юдин пожелал новому офицерскому составу счастливой службы, достойного выполнения возложенных задач на благо двух дружественных государств. Здорово, когда первое место службы – это братская республика Абхазия. Мы несем большую и важную задачу для Республики Абхазия, для Российской Федерации. На вас смотрят две страны, поэтому на вас лежит большая ответственность. Я думаю, что вы не подведете две наши страны. Добрый путь! Сотрудники погрануправления находятся на передовой по защите безопасности Абхазии, отметил премьер-министр Беслан Барцец. Благодаря вашей работе в стране сохраняется мир и стабильность. Как вы знаете, у Абхазии и России давние исторические связи. В 2008 году Российская Федерация стала первым государством, признавшим независимость Абхазии и выступила гарантом безопасности нашей республики, встав на защиту границ Абхазии от внешних угроз. Сегодня Россия является главным стратегическим партнером Абхазии. Правительство России оказывает нашей республике экономическую помощь и политическую поддержку, представляет и отстаивает наши интересы на международном уровне. Мы ценим дружбу и поддержку нашего стратегического партнера. Еще раз хочу поздравить вас с окончанием учебы и пожелать вам дальнейших успехов в вашей деятельности. Беслан Барцец подарил молодым офицерам погрануправлением фотоальбом «Аяйра», изданный к 20-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Такие молодые ребята, как вы, не пожалели своей жизни для того, чтобы принести мир абхазской земле. Здесь фотоальбом, здесь отражены те ужасы войны, которые прошел наш народ в 1992-1993 году. И с пожеланиями, чтобы такое больше никогда не повторялось в нашей стране. В ответ Дмитрий Юдин подарил премьер-министру книгу о пограничниках Российской империи, сына Федора Тютчева, тоже Федора, кадрового офицера русской армии. Для российских пограничников провели экскурсию по залам Музея боевой славы, а офицеры подарили сотрудницам музея цветы. Амрамич, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. На проспекте Владислава Ардзунба в Тхорчале приступили к укладке первого слоя асфальта. Работы проводятся в рамках инвестпрограммы. Общая сметная стоимость работ, укладка асфальта и тротуарных плит, установка бордюров – 14 миллионов 942 тысячи 45 рублей. Работы проводятся госкомпанией «Абхазавтодор» и «Тхорчалстрой». В Старой Гагре после продолжительного времени восстановлен фонтан, некогда украшавший площадь Нартов, сообщает пресс-служба администрации Гагрского района. Жители окрестной территории обратились в администрацию Гагрского района с просьбой помочь реанимировать этот объект. Уборку мусора произвел комбинат по благоустройству. Очистили бассейн от илового слоя, обрезали кустарники, украсили сооружение светительными гирляндами, покрасили отдельные композиции. Рядом с фонтаном установлены урны, а после уборки жители, собравшие для ремонтных работ 120 тысяч рублей, провели трубы, восстановили подачу воды. Аналогичные ремонтные работы проводятся и у другого известного фонтана на площади у Колоннады, ставшей одной из визитных карточек еще в далекие 50-е годы прошлого века. На ремонт объекта администрации района выделены финансовые средства в размере 450 тысяч рублей. К концу августа ремонт фонтана будет завершен.
В субботу, 13 августа, в Москве на традиционном параде автобусов примет участие знаменитый курортный автобус-кабриолет «Царн», больше известный как «Рица», который развозил туристов в Абхазии. Об этом сообщает газета «Метро». Экспонат воссоздан по фотографиям специально для ретро-парада и сегодня существует в единственном экземпляре. Кроме «Рицы», на набережную Москвы выйдут и будут открыты для посещения еще 20 музейных экспонатов. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в субботу в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадка. В воскресенье погода ухудшится, ожидается облачная погода, временами дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 23-25, днем плюс 32-34 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.